5 водителей не пропустили едущую с проблесковыми маячками и сиреной скорую помощь. Это только за 1 час, в течение которого медики и автоинспекторы проводили рейд «Уступи дорогу». Выполнить требования правил дорожного движения и здравого смысла у них была, говорят и сотрудники ГИБДД, и водители неотложки. Но страдают от этого даже не последние, а пациенты, к которым спешат врачи. Нафиса Минязова узнала, что помешало водителям уступить дорогу спецтранспорту. Важна каждая секунда, говорят водители скорой. Признают, что большинство автомобилистов это понимают, но есть и те, кому все равно. Стараются перестроиться заранее, а кто-то так, как ехал, так и едет в своем ряду, не уступает. Андрей Трубицын работает водителем спецтранспорта уже 13 лет. Машин с каждым годом, говорит, все больше, проехать сложнее. За примером ехать далеко не пришлось. Приора Анна 964. Сергей Михаил, прижаться вправо, остановиться. Водитель отечественного автомобиля с тем, что не пропустил, был не согласен. В отношении вас будет составлен административный материал по статье 12.17, часть 2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Я же пропустил. Мужчина считает, что уступил. Автоинспекторы уверены в обратном. Скорая проехать не смогла, но были и те, кто вину признавал. За то, что не пропустила скорую. А вы признаете, что не пропустили? Да, но она появилась неожиданно. Цель этого рейда была не наказать, а скорее предупредить и напомнить. Поэтому хоть наказание и было, но не по всей строгости. Протокол и штраф в 500 рублей. Если у нарушителя, так будем говорить, у водителя нарушений не так много, не такие систематические и грубые, то может обойтись штрафом. В ином случае же автоинспекторы направляют материалы в суд, где по решению судьи грубого нарушителя, не пропустившего карету скорой помощи, может ждать лишения водительского удостоверения сроком до 3 месяцев. Нафиса Минязова, Ильшат Мухаметов, вызов 112.